Державинские чтения по традиции начинаются с возложения цветов к памятнику Гавриила Романовича. Так молча здесь все говорят спасибо. Возложение цветов подразумевает дань глубочайшего уважения этому великому государственнику, юристу, философу и поэту. Как раз представители этих трех профессий сегодня собрались на пленарном заседании Державинских чтений. Начинается все с гимна международной конференции. Она проводится уже в 14-й раз, но этот год особенный. На повестке право в цифровой экономике. Есть большая необходимость не только в технических специалистах, но и специалистах гуманитарного плана, которые будут с юридической стороны формировать юридический фундамент. В исполнительном производстве существует проблема двойного взыскания. Технология блокчейна позволит записывать, оплачен ли штраф или нет, в свои ячейки. Такие амбиции у студентов-правоведов. Цифровая экономика только на стадии развития, отмечают эксперты. И Татарстан готовится уже применять ее. В настоящее время мы являемся лидерами в России по доле оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде – 79,7%. Это весьма высокий индекс готовностью к развитию и применению цифровой экономики. Кто ответит за нарушение беспилотников? Владельцы или разработчики? Какое наказание может грозить, например, роботу-хирургу? Таких вопросов пока без ответов. На конференции сотни. Обсуждают их больше 400 участников. В здравоохранении, вероятно, только начинается переворот мышления. Так прошло только пленарное заседание Державинских чтений. Всего же в рамках международной конференции участников ждет 12 круглых столов, по итогам которых правовые условия развития цифровой экономики страны должны стать яснее. Салават Ухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.